Ирафима телехопшца аусура яцнатует апсуа телехопшра пресс-центр. Ось 2 минут корзишьяша эфира шхақу апсуа телехопшра каналыжы. Акри апсус коллега цобзил шабит хашасхует яха хасара квартак қалзует Кварчал района Хада Аида Сергей Пхачич Халепха. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Рада приветствовать вас в пресс-центре Абхазского телевидения. Сегодня на наши с вами вопросы ответит глава администрации Кварчальского района Аида Чачхалия. Аида Сергей Пхабзил шабит. Бзе Байтлана, Серафимас Хатарского телехопшества, Серафимас журналист. Хталы дашек счёт. Вы хэмпадесим шагу храчос квада хвалу таха айхшала ква хастас зашек сайхшала ква камцадзак ва хазиесцум. Изи пшраз района за юнецкий жат биашукс ярбан хтыс ква бас ялышкарци филшу яшукс зиме пусыз. Абресцарн сырт Кварчал автоглаза шизип шруй илас так сот ицик хейх зараван حرادة يتجي حياك زروان يخا أيخ شعلا كورة قد زرا حجوب حسب ربا كوريز جرا حجوب يوحرا ويت نص صفر كورة بحوزر أشاخت كورة بحوزر خارحة منظم تصبح بياشوكس يجرب شنو أخوب شوازر سنتالا يزح كذا شاخت كو يدرتوي بشيني في 1% تصبح ويردون بشيني في 1% أخا أري صفر بويانا قدزم حراد قرشال زيقرلا هاي بزين هاي كوشة حقوبها كذا جاك هاري أي حالشز أولا فخوي نام تز إيران حرا بيجيت بأورганизация كروسوتش يزح قز أبارا حرا بيجيت خشلات خطا أسوسيال تجلزاشة أي اخترازحنا خيحرخون تعوزر ياربن ورت ساتال تجلزاشة ساتعوزر هرا ناس يشوفوا بشت قرشال إنخو أو أبصر ويا أرام أخفيلا زموا عقرت راتوني زمام روب إزبانزر حرح زكو غوز جابا جاي شكسر ينزق تقرشال بسزلتاز أراد شات خرطة فيرما تبخي سنبي أو سوران قلا نراقا كنا و أي حارزك تقرشال أو سخروز يرا فيرما نات زبيا شكسر بخير فير أو سرواز جي خشيو كنارزنا بشوا يخا جيكروب واقع زوا ناس فيرا في سخوت سري شقايا نبشز تقرشال أرتقل زاشة خاحر أبري حبيجت قني حوا أبارا يرى داتاتسي بحرادة республика бюджета قنبي حوا داتاتسي زرخوب ولا فخو بيجت организацию كروسو цер ولا فخو سفيرة إيجي حرا حبيجت حرا خالي زحكو ويسن بيل يزح قرن حاني فيها بمليون خي زحكز في بجاكي روب ويحرا ناس أكلا كتجيم إيمي بحقو أو سمي بقدكوا سيجرب خد إرجلنا أكلا كتج يصيروا ودايرة كوجرا أمي بخستخامة جرا زمان جا بخستخامة وبرت ررشيرة ناس جحرا بيجت جيس بخواتني حموب ماتيريال تسخرار ناس استغلازا شودايو رتراوي ناس زيجي وزرت زوم يراحتو باراجي راتشوب حنوس حزوم اخا يختلاجي اتسخرار راحتو يروباسكي حرخخي يحكيت медицина أخوي ترتج أبري رابخة بيتخرار رترح زحن أخوي كرا خورا وبري زحن حراح بجدج يسبخ قاتو تصبخ يسبخ قاتو نفش نزك مات سنتجي يسبخ قاتو وبري قرا وبرح يتخرار قحتوت خخي حقيت روباس يتخرار لص ناس أشيمس فرمي أقوى قرارك شو من تشجر قرارك شو ما ويجي حرا ناس بلطو بجد قنبي تحت وبس ناس يرتشوب حين ترحتنا تشزنك حزات كل زرق خبريتهم وجزيرة حتى полшара с коллегой. Почему мы староком? Коллеги, есть вопросы?
Ярбан проблема их ходарани куло акалакяч апхат зицбера хумпадет бью. зыӡбара хымԥадатәиу иацгьы иахьагьы иҳамоу проблема номер акы ҳәа сашьҭоуп уи аусурҭа аҭыԥқәа разымхара. Асфера бзиаӡаны еилышәкаауеит уажәраанӡагьы ишысҳәаз еиԥш, хышәҩык русурҭа аҭыԥ анрацәаӡа ашьҭахь ари ахарҭәаара уадаҩхеит. Ҳәарада, ари проблема дуны иҳамоуп. Аӡбарагьы ҳаҿуп излаҳалшо ала. Ишԥа? Ишԥаҳәа шәсазҵаауаз? Раԥхьаӡатәи ашьаҿақәа зеиԥшрои дара. Сынтәатәи ашықәс ҳазҭалаз агәыӷрақәа рацәаны иадаҳҳәалоит. Агәрагара ҳамоуп, иахьа уаҵәы ҳарзыԥшуп инвесторцәа ашахта номер фба аартра азыҳәаны урҭ рдокументқәа зегьы еиқәдыршәахьеит. Агәыӷра ҳамоуп ари усурҭ хацыркхап ҳәа. Иара убасгьы ишыжәдыра иҟоуп издыруа аӡбахә заҳахьоу Кындыӷтәи апионерлагер ҳәа изышьҭаз, уи ҳара ҳадминистрациа абаланс аҿы иҟоуп, дҳамоуп инвестор, абригьы аиҭашьақәыргылара зхахьы изгаз, убас еиԥш ҳаицәажәеит, убраҟа аус зуло ҩынҩажәаҩык рҟынӡа Тҟәарчал ракәхоит ҳәан абас аицәажәара ҳамоуп. Аха уи нас аԥхьаҟатәи усқәоуп, макьана нас агәрагароуп иҳамоу, нас иҟало аамҭа иаҳнарбап. Коллеги, есть вопросы? Да, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, за счет каких средств сегодня существует район? Это дотации или собственные средства района? И такой добавочный вопрос. Насколько известно мне, недавно в Тқуарчалском районе открылся пансионат недалеко от радоновых источников. Сколько туристов его посетило к данному моменту и какие деньги он приносит в бюджет района? Спасибо. Ну, Тқуарчал, как и многие другие районы, сегодня существует за счет дотаций. Собственные доходы нашего района в прошлом году составляли 28 миллионов рублей, из них мы собрали 27,5. В этом году наши доходы уменьшились, они будут составлять 20 миллионов. Соответственно, увеличились дотации, потому что без дотаций пока, к сожалению, район выжить не может. Что касается вашего вопроса по источникам, да, действительно, в этом году был запущен данный объект. Этим занимается фирма «Здоровье нации». Пока что никаких доходов от этого тқуарчалский бюджет не имеет. Ну, будем надеяться, что пока идет раскрутка, реклама там и так далее. К сожалению, пока немного посетивших данный объект. Спасибо. Да, пожалуйста. В последнее время все активнее стали направляться туристические маршруты в Тқуарчальский район. В частности, это водопады или так далее. Скажите, пожалуйста, что делается руководством района для дальнейшего увеличения этой работы и туристического потока в ваш район? Спасибо. Да, действительно, поток туристов увеличился в Тқуарчалский район. Пока что не государство занимается этим, занимаются частные лица, частные фирмы. К сожалению, пока никаких доходов от этого турпотока мы не имеем, но это не говорит о том, что в будущем будет также продолжаться, потому что пока, вот как я сказала насчет источников, когда мне задавали вопрос, пока все это на уровне рекламы. Там, к сожалению, инфраструктура очень запущена, дороги плохие, и сказывается также отдаленность от границы. Туристы, как говорят, вот рекламируют, тысячами туда не заезжают. Те, которые побывали один раз, да, там красиво, там хорошо, но все это необходимо восстанавливать, все это нужно приводить в порядок, естественно, завлекать туристов, но, к сожалению, пока мы своими силами, тқуарчалский бюджет и тқуарчалская администрация, к сожалению, в силу объективных причин восстановить эту инфраструктуру мы не можем.
Ну, думаю, что это все вопрос времени. Спасибо. Коллеги, есть вопросы? Да, многие годы бюджетообразующим предприятием города и района называли абхазско-турецкую фирму по добыче угля, да? Там Саша она называлась, потом как-то еще. Кварчал-Уголь. Кварчал-Уголь, да. Ну, насколько я знаю, она сейчас прекратила вот такую работу, в общем-то, полнокровную. Не могли бы вы чуть подробнее рассказать о ситуации там? То есть свернута эта работа совсем или там приостановлена? Какие перспективы? Ну, какие перспективы именно у этой фирмы, я сказать не могу, потому что, насколько мне известно, инвестор оказался банкротом. На сегодняшний день он банкрот. Да, все эти годы, все последние 10 и более лет Кварчал существовал за счет, вначале это была турецкая фирма, далее она была преобразована в фирму Кварчал-Уголь. Но, к сожалению, в силу ряда разных причин фирма остановила свою работу. Сегодня мы можем говорить пока что остановила, потому что там пока работают люди. Их мало, конечно, их 9 человек всего, но пока работают. Будем надеяться. Я вот, Лана задавала вопрос на абхазском языке и ответила на этот вопрос. Мы ждем инвесторов буквально на днях. Завтра они вылетают к нам. Это донецкая фирма. И уже составлена, насколько мне известно, проектно-сметная документация, и они будут вести работы на шахте номер 6. Поверхностная добыча? Нет, подземным способом. Есть вопросы? А вот коллеги? еще индийцы вроде интересовались, был какой-то момент вроде бы. Ну, эта фирма уже свернулась, они уже больше не работают у нас. Скажите, а как решена проблема с водой? Потому что в Да. непогоду из крана текла грязная вода. Удалось ее решить? Да, на сегодняшний день этот вопрос снят. Как вам известно, более 25 лет наша водозаборная станция не функционировала. Вода поступала к нам в краны самотеком. Это целый комплекс, это головные водозаборные сооружения, и это водозаборная станция, ну, естественно, система, которая идет в город, а далее уже к потребителям. На сегодняшний день эта система вся, которая уже, я имею в виду трубы, по которым идет вода, они, конечно же, пока остаются старые. Работы проведены на водозаборных, на головных сооружениях. Туда проведена дорога, которая не ремонтировалась более 30 лет. 10 километров дороги сегодня функционирует. Водостанция сама, она восстановлена полностью в том виде, в котором она была в советские времена. На сегодняшний день вода проходит фильтрацию, однако я хочу сказать, что между эксплуатирующей организацией и подрядчиками пока не утрясены все вопросы. У эксплуатирующей организации часто возникают вопросы к подрядчикам. Не скрою, что трубы, которые проложены уже более 50 лет, они уже тоже изношены. Где-то есть утечка, где-то попадает песок, где-то попадает камень. Естественно, пока окончательно все эти вопросы не решены. Теперь надо менять систему. Многие годы также разговор заходит о том, чтобы наладить в Кварчале там добычу доломита. Но есть сторонники, есть противники такой работы, которые опасаются вреда окружающей среде.
Как в этом плане? Какие-то практические предложения Были. есть? И, коль у нас уже зашел разговор про полезные ископаемые, недавно возникла полемика в обществе вокруг того, что в районе у вас начались работы по разведке нефтяных залежей. Да. Да, к счастью, наш район богат полезными ископаемыми. Вот по вашему первому вопросу, фирма «Недроресурс» — это российско-абхазская фирма. В 2016 году занялась разработкой доломита в нашем городе. Однако после того, как они провели ряд работ, почему-то они приостановили свою работу. Инвестору не понравилось качество доломита. Хотя у нас, насколько я знаю, в советские времена наш доломит был конкурентоспособным. Что касается вашего второго вопроса по добыче нефти, на основании постановления Кабинета министров от 2014 года, 16 мая 2014 года, нам было поручено заключить договор с компанией Апсна Ойл в лице генерального директора Ашуба Камы Владимировны, где нам поручалось отдать в аренду 1,4 гектара земельного участка в селе Укум. Там идут, то есть на основании этого постановления там речь идет о геологической разведке. Все остальные вопросы — это уже не вопрос нашей компетенции. Можете вы переадресовать Министерству экономики. Насколько мне известно, сегодня и была выложена еще информация Кабинета министров. Вот то, что нас касалось, мы сделали. Спасибо большое. Да, пожалуйста. Расскажите, как идет процесс обмена паспортов старого образца на новые? Был какой-то сбой вот в конце года, это по всей Абхазии. А так в целом у нас по городу и по району хорошо, я должна сказать, что хорошо, обмен с абхазскими паспортами у нас идет хорошо. Точно на сегодняшний день не могу сказать, но более 5000 уже обменяли. Да. У нас население района 16 тысяч, но они в основном являются гражданами Грузии, поэтому они претендуют на получение документа вида на жительство. С видом на жительство, как обстоят дела, много ли получила? Люди сдают документы на получение вида на жительство. Люди уже с пониманием относятся к тому, что им предлагают взять этот документ. Если какие-то вопросы не возникают со стороны спецслужб, то никаких препятствий нет, люди сдают. Сейчас на данный момент точную цифру не могу озвучить, но активно идет. Скажите, на какой стадии строительство больницы районной? Когда оно будет завершено и что уже сделано? Все работы ведутся в соответствии с графиком. Объект будет сдан в 4-м квартале текущего года. И финансирование, все работы ведутся в соответствии с графиком. Все разговоры о том, что больницу там перестали строить, там ремонтные работы не идут, это не соответствует действительности. Все работы идут в соответствии с графиком. Спасибо. Коллеги, есть вопросы? Еще проблема дороги.
дорога, ведущая к нашему городу, она вот Да. рассыпается буквально. Вот какие Правильно. меры вы собираетесь предпринимать и входит ли это в вашу компетенцию? Это Что вы можете сделать? в мою компетенцию не входит. Это трасса республиканского значения. Этим занимается Абхазавтодор, дорожный фонд. Насколько мне известно, в ближайшее время, ну, как установится погода, начнется ямочный ремонт данного участка дороги. Послав-Тхорчал. Кварчальский район — это же не только город Кварчал, есть большое Да, 11 количество сел. сел. Да, вот 11 сел. какие основные проблемы стоят перед селами и с чем чаще всего обращаются к вам? Честно сказать, жители сел Кварчалского района не беспокоят нас, как бы это ни странно ни звучало. Да, конечно, много проблем. Это вопросы и дороги, там, электроснабжения. Хотя я, пользуясь случаем, хочу выразить благодарность руководству Черноморэнерго и нашим энергетикам, которые делают все возможное, чтобы у нас не было перебоев со светом. И по сравнению с другими районами я могу похвастаться, что у нас проблем практически нет с электроснабжением. Ну, естественно, в селах есть школы у нас, которые необходимо ремонтировать. Хотя мы и здесь тоже пытаемся решать вопросы. Мы подключили к решению этого вопроса, этих вопросов неправительственные международные организации, кто бы как нас не ругал, они легально находятся на территории Абхазии, не осуществляют гуманитарную помощь. И в нашем районе Чухортальская школа фактически полностью отремонтирована. Ну, и здесь помощь оказало и руководство страны, и мы помогали, и неправительственные организации. То есть сегодня школа полностью отремонтирована. Ведется ремонт школы, Окумской школы. Думаю, что полностью также будет завершен ремонт. И в Агубедийской, Бедийской школе, конечно, обстановка намного хуже, чем в остальных селах. А так, ну, крестьяне заняты как бы своим делом. Они обращаются к нам только по вопросам вот, документов, а так в основном. Спасибо. Да, пожалуйста. А какие основные мероприятия запланированы на нынешний год, помимо того, что вы перечислили? Вы имеете в виду какие мероприятия? Культурного характера? Или, Как основные важные мероприятия, на ваш взгляд, которые... Ну, что касается благоустройства города, если вы хотите знать, то, насколько вы, наверное, знаете, что в нашем городе идет строительство рынка. Думаем, что в этом году работы будут завершены. Сейчас идут работы по установке металлоконструкции. Это тоже для ткварчалцев дополнительные рабочие места, конечно, если будет благоустроен рынок. Далее вот завершится работа по строительству больницы, завершатся работы по асфальтированию дороги Ткварчала-Губедия. А дальше мы планируем, уже ведем планирование мероприятий для включения в инвестпрограмму 2020-2022 годов. Ну, проблем, конечно, очень много. Мы даже не знаем, с чего начать. Но первоочередными задачами мы считаем это наши дороги внутригородские, также водоснабжение в селе Ткварчал. Здесь есть проблема. Есть проблема с водоснабжением в селе Чухортал. Ну, очень много проблем. Течет кровля Дворца культуры. Дворец культуры приходит в негодность. К сожалению, не знаю, почему так получилось у наших строителей. 3 раза производился капитальный ремонт кровли Дворца культуры. Это прежде чем отремонтировать первый этаж здания. К
кто был, знает, какой у нас красивый дворец и хороший ремонт на первом этаже, но, к сожалению, кровля течет. И это наша первоочередная задача. Необходимо спасать дворец культуры. Спасибо. Каково ваше отношение к идее строительства в Ткварчале православного храма? Значит, была большая такая пиар-компания, марафон проводился по сбору средств. И в каком сейчас это состояние находится? Нашлись ли для этого средства? Да. Ну, я сама лично к этому отношусь положительно. Вообще сама идея строительства храма принадлежит ткварчалцам. Ткварчалцы хотят иметь в своем городе храм. Инициативная группа граждан обратились к Беслану Борисовичу Шакая, к меценату, который хорошо известен в Абхазии. И вот у него родилась идея поддержать и построить храм в городе Ткварчал. Ну, когда мы говорим построить храм, это не означает, что это будет сегодня, завтра. Это не так легко собрать деньги и так далее. Но процесс пошел, как говорится. Был заложен камень еще в 2013 году, если не ошибаюсь. Но это место, там оползневой участок, и поэтому отец Виссарион обратился к нам выделить другое место под строительство храма. Это напротив парка Славы, там проведены геологические исследования. Вопросов по геологии нет. Ну, все документы подготовлены. Ну, по заявлению отца Виссариона все процедуры, которые необходимы были, все уже проведены. Был проведен марафон. В день марафона, конечно, было собрано небольшое количество денег, около 1 миллиона, но на сегодняшний день 5 миллионов собрано. Ждем благословения отца Виссариона. Спасибо большое. Коллеги, есть вопросы? Пожалуйста. Чем заняты сегодня наши 2 некогда больших завода «Заря» и «Аргонавт»? Сколько людей там работает и что они делают? «Аргонавт» практически не функционирует. Уже более 5-6 лет завод простаивает. Там некоторые площади сдаются в аренду, а так в целом завод простаивает. Что касается завода «Заря», здесь выполняют заказы Министерства обороны, все государственные награды нашей республики изготавливаются на данном заводе. 18 человек работают на данном заводе. У нас большие надежды. Мы надеемся, ну, у нас директор завода очень деятельный, у него много проектов. Также мы надеемся, что в этом году хотя бы один из этих проектов, вот, в частности по литейному цеху, он сможет осуществить. Это тоже будут как бы дополнительные рабочие места. На сегодняшний день в нашей республике остро стоит вопрос утилизации мусора. Насколько актуальна вообще эта тема? Да, эта тема, конечно же, у нас очень актуальна. У нас после войны, слава богу, это не в черте города, это как бы людям не мешает. Вокруг этой свалки люди не живут, но стихийно, вначале стихийно, дальше больше. Там есть яма возле бывшей центрально-обогатительной фабрики, куда мы складируем этот мусор. К сожалению, это, конечно же, не решение вопроса, но сами понимаете, с нашим бюджетом к нам и экологи часто обращаются, чтобы мы решили этот вопрос, но, к сожалению, решить этот вопрос мы не можем пока. Коллеги, есть вопросы? Если вопросов нет, на этом мы завершим нашу пресс-конференцию. Спасибо вам большое за ваши ответы. Дорогие коллеги, вам большое спасибо за ваши интересные вопросы. Абряла и хапеха пресс-конференция хыркшоп и табу пиха хопшо зиге, я его хайкшара канза. Абзерас.